В общем, мы сейчас будем проводить эфир касаемо вопроса в целом независимости Ингушетии и этого вопроса. Руслан Евло – это ингушский активист, он также сотрудничает с Комитетом ингушской независимости. И не то чтобы накопились вопросы, а в целом есть вопросы, которые интересуют в целом на Кавказе и в России, они являются достаточно высокоинтересными. Вот, я предлагаю их обсудить. Если, Руслан, может быть, у тебя была какая-то вступительная часть речи, может быть, что-то хотел рассказать, сказать. Нет, вперед. Сразу, да? Хорошо, отлично. Вообще, кстати, это как бы будет такой нулевой вопрос, а не первый. Ты, чтобы как бы предсказывая вопросы, которые будут происходить в первую очередь от, так скажем, твоих оппонентов, ты говоришь от себя, от Комитета ингушской независимости, или от всей Ингушетии, или от ингушей в эмиграции, от кого ты и за кого ты говоришь вообще, выступаешь? Я говорю от себя, при этом я подчеркну, что я с братьями на связи, провел с ним множество различных консультаций, обсудили множество вопросов. Я какое-то право имею говорить от их лица, при этом его не представляя. Не представляя комитет, с большой долей вероятности, скажем так, то, что я буду говорить, будет соответствовать их пониманию. При этом, когда я не буду уверен в том, что они разделяют мои личные взгляды, тогда я буду это оговаривать. Угу. Заранее скажу, что, наперед скажу, что эфир будет сохранен, и я его выложу, либо любой сможет его скачать, он будет храниться на моей странице в течение суток, и кто угодно, куда угодно и где угодно его может выложить. Это будет вообще не проблема. Итак, тогда сразу перейдем к вопросам. Первый вопрос. Комитет независимости как инициатива сообщества – это впервые в Ингушетии? И какие есть еще примеры в истории Ингушетии с подобными комитетами, инициативами, которые боролись за независимость Ингушетии? Ну, единственный более-менее момент был только в Горской республике. После этого вот такого массового какого-то явления, организованного, даже не массового, я скажу, а организованного явления в нашей истории не было. Угу. Объясни тогда, просто не все знают, скорее всего, я думаю, даже и в Ингушетии, и на Кавказе мало кто знает, что такое Горская республика, потому что у нас принято либо не учить историю, либо даже если ты заставляешь человека, он не особо так хочет учиться. Я честно сразу оговорюсь, для меня этот период истории очень туманный, я вообще никогда им не занимался, имею такое крайне поверхностное представление. Знаю, что среди учредителей Горской республики были ингуши, и мало того, даже после неудачи, которую она потерпела, Джабагиевы братья работали, в плане, стремились что-то сделать на этом пути, даже после неудачи. Уже с Европы, уже в эмиграции. Это было так. Угу. Тогда я коротко дам справку, что Горская республика – это союз независимых северокавказских республик, куда входила в том числе еще и Абхазия. И она образовалась в 1917 году. Там впервые по всей России, если даже сравнивать с Европой и с Америкой, впервые вообще голосовали женщины. Им дали право голоса, их прям просили приходить. Это одно из самых уникальных вещей, то, что там происходило. Были выборы добровольные. И это происходило как раз в период, когда разваливалась Российская империя и создавался Советский Союз. И вот была целая страна, которую признали несколько европейских стран, куда входит, например, Османская империя. В тот момент Турция называлась Османской империей. Вот, следующий Для вопрос. меня остался вопросом, когда они его признали, уже после фактического распада ее или нет. Это просто надо уточнять эти вещи. Окей, об этом есть написанные диссертации, докторские и книги в том числе. Нет, то, что факт признания был, я знаю, я в курсе. Просто произошло ли это признание на момент фактического существования республики или нет? Вот это для меня вопрос. Я сам не знаю. Грузия тоже признавала. Вот. Сейчас, что стало толчком для такой инициативы о независимости в Ингушетии? Надо иметь в виду, что, конечно же, при том, что вот такого организационного плана не было все эти годы, надо однозначно сказать, что и были люди, в числе из них я, с самого своего отрочества, болел этой идеей.
независимости. Ее, где бы то я ни находился, я ее проталкивал на кухнях, не на кухнях. Причем, подчеркну, это с юношеских лет. Это, кстати, удивительный момент, но тем не менее вот факт. И я, конечно же, не был один таким. И многие люди и пожертвовали своими жизнями на пути этой идеи и сидят в задворках тюремных сроков. Прямо сегодня, сейчас эти люди сидят. Это идея, горевшие и прилагавшие усилия для того, чтобы это воплотилось в жизнь. То есть, ну, опять же, вопрос организации, он стоял отдельно. Вот. Что послужило толчком сегодня, это сложившаяся геополитическая ситуация в мире, связанная с войной России в Украине. Это очень колоссальный сдвиг. Ну и, можно сказать, окно возможностей. Мы все должны понимать, что сейчас мир будет меняться. Это не произойдет прямо завтра. Но очевидно, лично вот для меня очевидно, и опять же для братьев из комитета это очевидно, что эта ситуация вынуждает нашей реакции. Мы должны готовиться к тому, что мир будет изменяться, и Кавказский регион в том числе. К этому нужно быть готовым. И исходя из этого, уже сегодня нужно формировать взгляд на свое будущее и работать над этим. Угу. Окей. Третий тогда вопрос. Почему вектор взаимодействия с Россией, вхождением в ее состав в начале 90-х, сегодня решено изменить резко наоборот? Я понимаю, что этот вопрос, он немного созвучен с первым, то есть с предыдущим, но сейчас вроде как есть в том числе и оппозиция, да, там в ней тоже есть проблемы. Почему, на твой взгляд, нельзя, например, дальше же продолжить тот вектор взаимодействия с оппозиционной частью, которая тоже борется с Путиным и тоже хочет его там убрать, эту власть, и сделать, так скажем, Россию независимой, свободной, чтобы там регионы были автоматизированы, у них были широкие автономии. Просто я на самом деле других ингушских активистов, которые давным-давно находятся в том числе и оппозиции, и в политике, и в правозащите, часто слышал мнение о том, что Россию нужно федерализировать, не нужно с ней расставаться, нужно с ней быть, пользоваться ее благами и вот так вот развиваться в рамках нее. Сейчас, на твой взгляд, почему этот вектор развития, взаимодействия с Россией должен поменяться прям очень-очень резко и наоборот, несмотря на то, что последняя возможность была, например, в начале 90-х, когда разваливался Советский Союз, Россия тоже пыталась. И, насколько мне известно, ингуши прям на референдуме выбрали или либо там подписали федеративный договор быть с Россией. Давай так. Первое. Я, во-первых, не считаю, что тогда был сделан правильный выбор. Ну, это если речь идет обо мне. Я считаю, что нас купили самым больным для нас купили пригородным районом. Когда мы проводили сам референдум, когда проводился, то в преамбуле этого, в вопросе самом нас купили пригородным районом, потому что спросили нас, хотите ли вы оставаться в составе Российской Федерации с возвращением пригородного района. И человек, который идеологически исламом не подкованный, а тогда были практически все исламом не подкованные в идеологическом плане, то есть ислам как ибадат, туда-сюда, вот такие вещи, он был в среде людей, и то, конечно же, не на таком уровне, как сегодня, а ислам как руководство, политическое руководство в жизни тогда мало кто вообще рассматривал. Ну и есть культовая тема в нашем ингушском обществе, это больная тема, это постоянный земельный голод, и тем более пригородный, это особая такая земля, с которой связана наша история, даже этнонимы наши, оба связаны с этим. И Волга-Юрт есть в пригородном районе, и Ангушт, которое русское название ингушского народа, оттуда берет начало. Все это пригородный район. Поэтому нас вот так вот купили, при этом надо указать, что были определенные силы в Ингушетии, которые хотели совместного будущего, независимого с Чечней, но вот случилось, как случилось. Поэтому, опять же, я подчеркну, что я не считаю правильным. Я считаю, что исходя из шариатских исламских норм, мусульманин должен освобождаться от внешней оккупации, даже лишая своих частей. То есть пригородный или там еще пол Ингушетии было бы. Если можно было бы один район вывести из Ингушетии, его необходимо выводить. Одно село, если можно вывести, его надо выводить. Даже понимая, что большая часть там территории останется
за пределами твоей юрисдикции, но вот то, что ты можешь вытащить, ты обязан вытаскивать. То вот это то, что говорит нам ислам. Ну, я, конечно же, жестко стою на этом, и, насколько я знаю, в этом со мной солидарны братья из кино. Это И раз. Во-вторых, теперь взаимодействие с Россией. Я не позиции, считаю, я имею в виду, да, что это как бы наперед сразу конкретизируя вопрос. То есть я правильно понимаю, что ты, например, в части даже новых обещаний той же оппозиции российской не веришь? Как считаешь, не надо было верить тогда, в 90-е, действующей власти, либо новой власти? Вакар, вопрос вообще не в доверии. Предположим, я верю им. Я поверю им, и мало того, они будут способны озолотить нас, понимаешь? Для меня это не имеет значения, потому что, ну, вот я мыслю совершенно в другом ракурсе. Я не мыслю, что вот если мне будет хорошо и комфортно с Россией, я буду с ней жить. Нет, я буду жить, я считаю, что мусульманин должен жить в бедности, но свободным. Это абсолютно однозначная, неоспоримая для меня истина, с которой я не собираюсь сходить никогда в жизни. Вернее, даже если я сойду с нее, например, вот лично я не последую этому. Вот я окажусь в своих глазах непоследовательным человеком, это не отменит требований религии. Религия этого требует от нас. Причем однозначно. Потом, что касается взаимодействия, я готов взаимодействовать с кем угодно и когда угодно. Вот если я вижу, что это будет способствовать интересам моего народа, я лично, это я уже не от имени Кина говорю. Угу. Кин, возможно, не так размышляет. Но я размышляю таким образом, что если среди оппозиции я и не тот человек, который всех русских там говорит, что это все поголовно лицемеры, ни в коем случае им нельзя верить. Я так не говорю. Люди русские разные, и оппозиционеры тоже разные, и кто-то из этих оппозиционеров для меня рукопожатный, теоретически, а кто-то совершенно не рукопожатный, а кто-то между. В ком-то я сомневаюсь. Вот есть люди, которых я считаю рукопожатными для себя, я бы с ними сотрудничал на пути ослабления путинской власти. Какие проблемы? Это соответствует моим интересам, моего народа. Да. Если путинская власть ухудшится, это будет, я думаю, легче разговаривать с другими людьми. Это совершенно, честно говоря, предположение мои, это просто мои надежды, которые могут не оправдаться, это точно понимаю. Но шансы есть с другими людьми поговорить по-другому. И использовать все возможные шансы, я считаю, нужным. Но подчеркну, это лично моя позиция. По этому вопросу я не проводил консультации, обмена мнением у меня не было с братьями из комитета. Окей. Тогда сразу... Кстати, насчет позиции российской, я точно так считаю, что есть те, с которыми можно дружить, есть те, с которыми ни в коем случае нельзя дружить, потому что они запятнали свою честь и совесть совершенно неонацистскими взглядами и выступлениями. Это мараться об этом я тоже, кстати говоря, не хочу ни в коем случае. А есть те, которые действительно находятся между собой, то есть на границе, и еще не определились, чего они хотят. Да. Соответственно, следующий вопрос. Мало того, я добавлю, вообще мир это вещь, мы вот лично я в жизни много раз менялся, понимаешь? Не было такого, что Руслан был там 20 лет один, и вот на последующие 20 лет я вот в нынешнем своем состоянии находился. Нет, я точно так же понимаю, что либерал, даже имперец, он может пересмотреть свои взгляды, он может посмотреть и увидеть, куда идет эта идеология, может поменять свои взгляды. Тот же Навальный, например, о котором говорят. Я допускаю это. Я ему на сегодняшний день не верю, потому что у меня нет оснований. Но я из людей, которые допускают то, что люди могут меняться, потому что я лично меняюсь почти каждый день. Хоть куда-то меняюсь. Вот это я хотел тоже сказать. Окей. Что ты думаешь, какое мнение вообще в самой Ингушетии сейчас, внутри? Скорее всего, я уверен, что ты, скорее всего, общаешься, у тебя есть друзья, знакомые, родственники в том числе. Как вообще мнение внутри? О чем говорят по поводу... Ну смотри, есть, как всегда, активные люди, да, вот, которые задействованы в информационной сфере, там, телеграммы, инстаграм. Я, кстати, в инстаграме вообще крайне редко появляюсь, я его не люблю. Ну, в общем, ингуши, кстати, очень любят инстаграм, особенно молодежь. Я поэтому здесь и сюда и привел себя. Вот, я об этом знаю, но я не люблю эту площадку. Но первое, у меня есть свой пузырь, да, вот, мировоззренческий. Я, естественно, нахожусь в плену этого своего пузыря. И другое дело, что я очень хорошо это осознаю. И весь мой круг общения, он на моих понятиях, он со мной солидарен.
весь мой близкий круг общения, я имею в виду, вот я с ингушами общаюсь, они со мной на одной линии, примерно, плюс-минус. А есть мои родственники, абсолютное большинство из них это люди неактивные, во-первых, в этом всем, и занимают по жизни вот такую позицию, ну, вот, будет, что ну, теоретически, я вот скажу, вот, придет там независимость, они будут в этой жить независимости. То есть сопротивляться, вот что я хотел сказать, сопротивления у них не будет. Скажут, ну хорошо. А если так, то ну, по сегодня мы получаем от них пенсии, какие-то льготы, они нам дают работу, тоже живут. Это вот так вот. Что касается, опять же, ты смотрел мой эфир с Исламом Белокиевым? Нет, к сожалению, я пропустил его. Ну, вот, там мы просто эти вещи проговаривали. Он считает, что там больше 50% людей на идее независимости. Я не отрицаю этого, просто я сомневаюсь в этом. Больше Но чего? Не помню. большинство ингушей, по мнению Ислама Белокиева, он это сделал анализ на основе опроса, который проводила Фортанга у себя. Фортанга это не исламистский какой-то ресурс, не там, это вот все ингуши, которые там есть, вот каждый со своими забубонами голосует так, как ему вот, хочется. Там первая 1000 людей, наиболее презентабельные в вопросах, там большинство проголосовавших голосовало за независимость. Там, правда, мы уже там делимся, мы хотим как в Катаре или в Афганистане, или как еще там где-то. Кин, кстати, это проговорил и сказал, что нам не нужен ни Катар, ни Афганистан, у нас есть своя культура, я абсолютно с ними согласен, у нас есть свой менталитет определенный, который, например, и это мне очень сильно нравится, мы не принимаем авторитаризма, который характерен для, ну, скажем так, Азии, давай так выразимся. Для арабской культуры. Ну, можно арабской, не только же арабской, там, и, в общем, азиатская культура, она склонна к вот, деспотии, там, исторически, к сожалению, так сложилось. Ну, Я просто... кстати, тут можно спорить на самом деле, потому что есть народы Северной Азии, которые входят в Россию, которые вообще, часть из которых вообще не приемлет такое. То есть это такое тоже спорное, придавать этому... Ну, я согласен, может быть, это устоявшийся определенный стереотип, но я, исходя из него, я просто хотел сказать, что в нашем обществе эти вещи навряд ли приживутся. И вот мы даже на примере вашего государства, Ичкерии, мы видим, насколько люди очень просто общались там, с верховными своими правителями. Дудаев был доступен в шаговой доступности, к нему приходили старики там, отчитывали, говорили ему все, что ему хотелось и не хотелось, то же самое, также себя вел и Масхадов. В общем, я думаю, что точно так же будем себя вести и мы, потому что в этом плане ментально мы схожи. Окей. Кстати, заговорили об Ичкерии, ичкерийцах. То есть я слышал много тоже сообщений о том, что Комитет ингушской независимости связан с европейскими чеченцами, которые борются за независимость, в том числе там, с правительством, которое возглавляет Закаев. Ну, то есть, и это связывает в том числе еще и с Шамилем Албаковым, потому что он он является почетным консулом во Франции, по-моему, от правительства. Что ты можешь сказать? Это правда или это неправда? Или просто вы находитесь в неком союзе, что вы общаетесь, и никто друг на друга не влияет, и никто никого не давит? Что происходит? Являетесь ли вы, ну, то есть комитет ингушской независимости, инициативой, которую основали ичкерийцы в Европе? Так, первое. Кин, комитет принципиально настойчиво, его принципиальная позиция в том, что это вот образование ингушей, которое не связано ни с кем. Вот. То есть это не инициатива откуда-то. Раз. Его в основе возглавляют его ингуши. Ну, в общем, дело в чем? Это мое такое подозрение, что там пророссийские всякие элементы наши, они играются на имеющихся, это факт, имеющихся противоречиях между нашими народами. И есть там, например, ингуши, которые с подозрением относятся к ичкерийскому проекту. И вот чтобы даже хотя
как бы за независимость эти люди, но вот к ичкерийскому проекту некоторая часть наших людей, да, вот относится а, предосторожно или даже негативно, откровенно говоря. Мгм. И вот, чтобы вот таких людей к себе как бы заманить и отстранить от комитета, я считаю, что вот такие мысли вот специально транслируются в обществе, чтобы отгородить какую-то часть ингушского А, общества от этого проекта. Это раз. То, что касается комитета. Что касается лично меня, то лично я, Руслан Йолы, на связи с Шамилем Албаковым, с тем же Исламом Белокиевым. Мы очень часто друг с другом обсуждаем разные вещи, но это я, это не Кин. Причем, еще раз я подчеркну, я не Кин. Я не являюсь представителем Кина, чтобы, опять же, на основании того, что я общаюсь с Шамилем Албаковым, не сделали люди вывод, что сам Кин там туда-сюда. Это раз. Во-вторых, сам Шамиль Албаков прямо об этом сказал. И то же самое сказал Ислам Белокиев. У них отдельно у каждого из них по отдельности есть, каждым из них записанное видео, посвященное тому, что они сказали, что мы не причастны к созданию комитета. да, просто приходится раз проговаривать, в первую очередь для людей в Ингушетии, чтобы они тоже поняли. Вот. Тогда, окей, идем тогда дальше. А, с какими странами, ну, ты говоришь, что ты сотрудничаешь, все-таки ты на связи с Кин, вот, с какими странами, по-твоему, или по их проекту, или по их программе, в первую очередь Ингушетии предпочтительно заключать союзы, либо входить в, сейчас я скажу слово коллаборация и подумают сразу, что-то вот в коллаборанты нет, но вот идти в союзы и во взаимосвязи, с какими странами в первую очередь? Опять же, руководствуясь религией, мы обязаны находить, прежде всего, союзников в лице ближайших к нам мусульманских народов. И прежде всего, конечно же, это чеченцы, также дагестанцы, точно так же наши братья ближайшие, с которыми мы хоть не такую тесную связь имели историческую, как чеченцы, например, с дагестанцами очень исторически, особенно в государствостроении, очень сильно связаны были. Но, тем не менее, мы какая-то часть нашего общества тоже участвовали в том же имамате, и мы этим гордимся. Я лично этим горжусь очень сильно. Я себя вижу союзником в этом единении. Считаю, что, убежденно считаю, что от нас религия требует общих проектов. И мало того, это кавказский проект, это на самом деле тоже не предел мечтаний. Мусульмане вообще должны жить общим домом, и к этому мы должны стремиться. Но это шаг за шагом. Мы должны сделать шаг в отношении к отдельно наших народов, потом сделать шаг для того, чтобы объединиться между нашими народами, а потом, как Аллах даст, так и будет, иншаллах. Ну, естественно, у нас не из числа мусульманских народов, у нас есть очень хороший, любимый грузинский народ, с которым у нас очень хорошие отношения, у ингушей вот, конкретно. Вот, даже, к сожалению, иногда на фоне противостояния с чеченцами сейчас излишества некоторые есть, но тем не менее я констатирую, что грузины очень добрый, хороший сосед для нас, который просто прекрасно себя повел после того, когда мы вернулись с депортации, и мы это очень ценим. Ты сказал, что там какие-то противоречия. Противоречия в том, кто больше любит грузин, кто больше союзник Грузии, чеченцы или ингуши, кто больше. Как это делают. Это, конечно, из любой, не знаю, какой-то мелочи раздувать конфликт, хотя это даже не конфликт. То есть спорить о том, кто больше любит Грузию. Вот это, конечно, поразительно. Ну ладно, ничего страшного. Тогда следующий вопрос. Какой вы видите Ингушетию в правовом и политическом плане? Я вижу ее исламской. Ну, то есть, можешь поразвивать, то есть, какая форма правления, какая правовая система, что будет там, какое государство будет? Государство будет исламским, иншаллах, в моем личном понимании, насколько я знаю, то Кин к этому стремится, насколько я знаю. То есть обратного я не знаю, давай так вот скажем. Другое дело, что в исламском правлении есть вещи категорично утвержденные, в которых нет разногласий среди ученых. Там некоторые ахкамы судейства, например, связаны, которые не могут быть поддаваться обсуждению, они прямые и не имеют разночтений. Что касается всего остального, то это пространство для
деятельности, для того, чтобы обдумывать, брать какие-то опыты из других стран, например, в этом нет проблем, если это не касается категоричных основ. Ну, то есть ты больше говоришь, когда ты говоришь исламское, ты что имеешь в виду, что государственная религия будет ислам, или вместе с государственной религией будет еще и правовая система, то есть религиозная, именно шариатская? Ты об этом говоришь? И Да, вместе да, с... да. Я правильно понимаю, когда ты говоришь, можно из мировой истории, либо из мирового права брать, из международного права брать примеры того, что имея правовую систему шариатской, имея государственную религию ислам, вы можете в том числе иметь президента, либо парламент, и страна может у вас, Ингушетия может быть демократической. Я правильно понимаю, или я все не так А понял? вот есть проблема со словом демократическое. Что здесь вкладывается в смысл? То, что народ выбирает парламент, выбирает конституцию, поправки, выбирает, проводит референдумы при необходимости, выбирает президента, выбирает власть. Дальше Все отправляет. это, все, о чем ты говоришь, она приемлема в рамках ислама. То есть народ не может собраться, например, и отменить худуды шариатские. Например, есть какие-то законоположения шариата, которые вот в уголовном праве караются вот так, вот так. И, подчеркну это, я уже несколько раз это проговорил, но я еще раз проговорю. Если этот худуд утвержден Кораном и Сунном категорично и нету разногласий в понимании, то никакие референдумы, никакие собрания, никакие парламенты не имеют полномочий это изменять. Если это касается иной сферы, в которой есть пространство для законотворчества, а оно есть в исламе, то там, пожалуйста. Тогда я просто продеваю эту мысль, потому что она является одной из самых интересных на самом деле. Вот, допустим, проводится референдум в Ингушетии. Он, скорее всего, если мы говорим о независимости, если мы говорим о будущем, референдум так или иначе будет. И будут партии. И партии, я, насколько понимаю, и насколько я знаю ингушей, есть разные среди них. Есть люди, которые консервативного толка, либерального толка и центрального, то есть центристского толка. Ну и так далее. Есть крайне левые, крайне правые, радикально-центристские и так далее. То есть их в целом много. И я... Абубакар, я не согласен с тобой. Я немного, но прожил в Ингушетии. И главное, что самое главное, я прообщался именно с представителями такой интеллигенции ингушской. С очень многими из них лично знаком. И те люди, которых можно подозревать там, в либеральности, алхамдулillah. Не, либеральность не в том плане, насколько это исковеркали и там... Поэтому я говорю, надо проговаривать терминологию, что в нее вкладываешь. Например, свободу права. То есть liberty, либеральность от слова liberty, от русского, то есть на русском языке это свобода, но, по-моему, на ингушском языке маршу, но на чешском я знаю, что маршу, что-то похожее и на ингушском должно быть. Есть и это слово, или там другое еще синоним есть. Кортмухали, например, Ага. говорят еще. Да, точно. Она в гимне нашем пропивается, кстати, это слово. Да. И в этом понимании, что, то есть, это левые идеи, есть правые идеи, есть центральные идеи. Я еще раз повторюсь, Абубакар, я повторяюсь. Смотри, есть прописные, однозначные, категоричные, катаяты это называется. То есть то, что незыблемо. Вот в незыблемом никакой свободы нет. Она отсутствует. А в то, что носит предположительный какой-то характер, то, что входит в сферу иштихада, то, в чем допустимы разногласия, там, например, в правовых школах одна школа одно говорит, другое говорит. Есть вещи, которые на самом деле требуют определенного переосмысления, договора, которые мы заключаем, на каких условиях мы заключаем с соседними неисламскими государствами. Это остается, там у нас есть свобода. А есть вещи, где свободы нету. Окей. А тогда я завершу вот этот вопрос, последним, ну, этот блок вопроса. Где-нибудь Кин, может быть, опубликовал, или, может быть, я не заметил, где обустраивается государствостроение и государство в плане того, каким оно будет в правовом и политическом плане. То есть там, это будет президентская республика, это будет парламентская республика, там будет государственная религия, какая система права там будет происходить. Насколько я знаю, прямых публикаций по этому поводу нету. Есть слова о том, что будущее наше. Я, конечно же, с этим согласен. Опять же, с определенным пониманием.
Постоянно в терминологии нужно уточняться. Значит, ситуация такая, что есть понятие уважаемые авторитеты, да, вот, в обществе. Есть старики, уважаемые, есть алимы, уважаемые. Вот эти люди должны будут определить курс, как уточнить вот эти вот те же вещи, о которых я говорил, что они имеют второстепенное значение. Вот они и должны эти вещи проработать. И бессмысленно сегодня этим даже заниматься нам, потому что, опять же, должны будут, вернее, проекты, конечно же, на самом деле какие-то свои должен будет представить в будущем. Но мы должны понимать, что это всего-навсего проект. Мы должны понимать, что люди потом могут сесть и сказать, нет, Кин, вы ошиблись, потому что не Кин решает. Кин дает какие-то первичные толчки, да, к этому, и ничего более. А как люди соберутся, как они вот решают между собой, это вот вопрос времени. Окей. Тогда скорее уж уже как раз и зарядка заканчивается. Вот. Какая модель экономики? Откуда будет пополняться бюджет? Я абсолютный джагель в этих вещах. Вот, слово экономика, она вообще не связана с какой-либо моей деятельностью. Я немножко в истории разбираюсь, немножко в исламских науках разбираюсь. Это вот то, в чем я компетентен. И экономика, и моя личная жизнь говорит о том, что я в экономике вообще ничего не понимаю. Поэтому вот это не мое. Ясно. Окей. А у Кина есть где-нибудь опубликованная модель развития экономики и пополнения госбюджета? Как это будет происходить? Нет, Может, сейчас нет. КИН – это организация относительно недавно созданная, которая предстоит многое сделать. Вообще КИН что это? Это вот постоянно некоторые наши блогеры, наши оппоненты из числа ингушских блогеров говорят о том, что вот кто вы такие, вот кто вам дал право, и вся такая ересь глупая. Никто не давал права, мне не нужно давать право. Мне лично никто не должен мне вообще указывать, могу ли я что-то высказываться относительно будущего своего народа. Я его так вижу. Считаю, что так его считает необходимо видеть ислам. И все, я на этом буду стоять и не буду спрашивать даже. Я вот с исламом приводил пример. Предположим, я жил бы там 3 века назад, когда почти все ингуши не были мусульманами. А я вот был бы мусульманином. Я ни у кого не должен спрашивать о том, как я вижу свой будущий народ. Я его вижу в исламе, делал бы тогда дават, призывал бы людей к исламу и говорил бы, что вот по исламу вот так вот вам нужно жить. Хотите вы этого или нет. Это раз. Во-вторых, вернемся к Кину. Кин – это организация, которая предлагает ингушам проект на сегодняшний день. Я в данном случае говорю, потому что я с ними здесь полностью солидарен. Ты выходишь в общество и говоришь, вот, люди, мы должны жить вот так вот, независимо. А как именно эта независимость будет происходить впоследствии, мы будем обсуждать. И мы призываем, кстати говоря, людей, вернее, они в данном случае, я опять же с ними солидаризируюсь, потому что люди должны, в случае чего там не согласны ни с чем-то там. Но для нас важно мнение только людей, которые в общем солидарны с нами, в курсе. Потому что мнение тех людей, которые хотят дальше оставаться под ногами русских или кого бы то ни было еще, нам абсолютно неинтересно. Но человек, который видит себя независимым и имеет какие-то, впоследствии будет иметь с нами какие-то разногласия, или даже я, кстати говоря, обязательно, потому что я человек, буду какие-то разногласия иметь с кем, я им буду их высказывать, примут они или нет, это их опять же дело. Потому что в конечном счете как мы уже будем это воплощать в жизни, мы это выясним в процессе. Окей. Ну, в общем, подводя к итогу, резюмируя, то есть я как слушатель и человек, который в целом задавал вопросы, которые меня интересовали. Кстати, есть вопросы разного рода, но мне кажется, мы так или иначе их коснулись. И касаясь их, то есть мне кажется, что у тебя сейчас на них в целом ответов нет, потому что эти вопросы, которые должны будут решаться комитетом ингушской независимости. И в свое время они на все эти вопросы дадут ответы касаемо всего, и политики, и экономики, Да, и они должны это сделать. культуры, и социальной среды, и налоговой, я так полагаю, и так далее, и так далее. Окей, ну тогда я могу пожелать вам только удачи, на самом деле искренне, потому что я желаю, чтобы все ваши
мечты в плане независимости Ингушетии действительно сбывались. Даже не зависит, на самом деле, под кем быть или над кем быть, чтобы вот волеизъявление народа, оно в итоге было исполнено, и оно свершилось наконец. И чтобы оно было, естественно, на верном, правильном и сильном пути. Аминь. Вот это мои вам пожелания. И буду, на самом деле, ждать, смотреть и читать, штудировать даже то, что будут выпускать в Комитете ингушской независимости, особенно что касается в государствостроении. Это действительно интересно на самом деле, без каких-либо сарказмов. Может быть, можно будет узнать что-то новое, потому что на Кавказе я наблюдаю, как бы это сказать, некий кризис идей, что ли, и все жаждут чего-то нового. Я читал твои публикации по этому поводу. Да. Ну, мы его посмотрим. Будем стараться. Окей, окей, ладно тогда. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, ва рахматуллахи ва баракатух.